Инту с рабочим визитом посетил депутат Госсовета Республики Коми Александр Попов. Он побывал в нескольких общеобразовательных, дошкольных и культурных учреждениях, автошколе ДСААФ, встретился с руководителями и коллективами организаций, провел ряд совещаний с мэром Интинского округа. Главная цель визита – проконтролировать выполнение наказов избирателей. Посещая городские объекты, депутат Госсовета Коми побывал в Интинской автошколе ДСААФ, на базе которой развернулся пункт сбора помощи для мобилизованных. Люди продолжают приносить вещи, продукты и медикаменты, которые могут понадобиться нашим военнослужащим. В благотворительной акции приняли участие жители со всего Интинского округа, в том числе из сельских населенных пунктов. Откликнулось огромное количество интинских семей, пожилых граждан, трудовых коллективов и учащихся образовательных учреждений. По информации, которая у нас есть сегодня, обязательства, которые на себя взяла республика, выполняются. Может быть, не всегда сразу там день в день, какие-то задержки бывают, потому что смена времени года, люди пришли в сезонном обмундировании, нужно зимнее, какие-то задержки бывают, но тем не менее эти вопросы решаются. Я сегодня был в пункте сбора гуманитарной помощи. Я сегодня встречался с работниками социальной защиты, которые работают с семьями мобилизованных и с самими мобилизованными, через которые идут выплаты. Работа в Инте начата, она поставлена. Люди понимают задачи, которые перед ними стоят, и относятся к ним очень ответственно. Во всяком случае, после сегодняшних встреч я могу сделать такой вывод. Ну а сама по себе инициатива, когда граждане идут и хотят оказать посильную помощь, это очень важно. И у нас есть и в Сыктывкаре такие моменты, и в Инте. И интинцы, которые проживают в Сыктывкаре, ветераны Инты, они тоже занимаются оказанием помощи нашим военнослужащим. В ходе двухдневного рабочего визита в Инту депутат Госсовета Республики Коми посетил несколько интинских детских садов, школ и гимназий. В этом году по наказам избирателей в ряде учебных заведений усовершенствована материально-техническая база. Появилась новая мебель в школьных столовых. В гимназии номер 2 приобретены современные многоместные обеденные столы со скамейками. Александр Попов лично пообщался с учителями, детьми и узнал, насколько удобна мебель в использовании и комфортно ли школьникам сидеть за такими столами. Главная задача – это проконтролировать ход исполнения депутатских наказов. Есть о чем сказать. Вчера мы работали в детский садик «Родничок», 10-я школа, детская библиотека. Сегодня ДСААФ, сборный пункт помощи для мобилизованных и их семей. 2-я гимназия, 3-я гимназия, ну и, возможно, и 9-я школа. Посмотрим, как там по времени получится. Посмотрели ход подготовки к Новому году, что тоже очень важно, потому что в Инте всегда был замечательный снежный городок, зимний городок, и есть уверенность, что в этом году будет что-то новенькое, интересное, что порадует интинцев. Но здесь сегодня во 2-й гимназии мы в связи с тем, что в рамках исполнения депутатских наказов сюда поставлен комплект столового оборудования, то есть не кухонные, а обеденные столы со скамейками. И сегодня столовая 2-й гимназии укомплектована полностью. Мы сейчас видели, как детки там принимали пищу. Им нравится сидеть за новыми столами. И они все проходят такие: «Здравствуйте, здравствуйте». При подготовке к новому учебному году всегда выявляются какие-то проблемы. И эти проблемы мы стараемся решать в течение всего учебного года.
Укрепление материально-технической базы – это такой очень важный и большой блок работы, от которого, в принципе, зависит и успешность образовательной организации. В этом отношении нам помогают не только субвенции из республиканского бюджета, но и такие хорошие проекты, как народный бюджет в школе. И вот в этом году мы участвуем в проекте исполнения наказов избирателей. По наказам избирателей у нас в этом году обновляется материально-техническая база в школьных столовых. В школе номер 8, в гимназии номер 2, в гимназии номер 3 и в школе номер 9. В школьной столовой сейчас уделяется очень большое внимание, потому что вопросы питания находятся на федеральном контроле. И не только качество пищи, но и внешний эстетический вид и соответствие санитарным требованиям – это необходимо. Поэтому то, что мы увидели сегодня в столовой гимназии 2, это новая, хорошая мебель, которая не только благоприятна по цвету, но и по исполнению, закругленные края, пониженная травмоопасность, удобная ширина стола для того, чтобы дети могли сидеть спокойно и несколько тарелок стояли рядом с ними. Поэтому надеюсь, что эти проекты и дальше будут реализовываться, и наши образовательные организации, школы, сады, учреждения доп. Образования в них всегда будут принимать участие. Напомним, год назад Госсовет Коми внес поправки в закон о статусе депутата, дав возможность жителям региона инициировать проекты с целью получения бюджетных средств на воплощение в жизнь самых актуальных из них. Интинцы, как всегда, проявили активность, и уже сейчас идет формирование перечня наказов на 2023 год. Мы сейчас работаем над программой по депутатским наказам на 2023 год. Там есть вопросы, которые требуют предварительной проработки. Прежде чем включать в программу, нужно убедиться в том, что эти наказы исполнимы. И поэтому вот сегодня с Владимиром Алексеевичем работали. Мы предполагаем, что в будущем году мы сумеем заменить полы в детской библиотеке. Мы рассчитываем привести в порядок пространство между Кирова-27 и Кирова-29 и сделать там нормальный сквер. В поле нашего внимания футбольное поле около 5-й школы. Там поэтапно требуется, может быть, даже побольше денег, но сделать освещение и подготовить к следующему шагу. Поэтому вот этот вот сфера, этот круг вопросов мы сегодня рассмотрели, в том числе побывали в ДОСААФ. Кроме сбора помощи, мы еще смотрели помещение, где можно восстановить тир для того, чтобы подготавливать там детей, возможно, до призывников. Это в Инте было, потом это было утрачено, и сейчас рассматривается возможность, как вместе с ДОСААФ восстановить, сделать это действующим объектом, который будет работать на интересы города. Депутат Госсовета Республики Коми Александр Попов внимательно следит за исполнением наказов. В Инту он приезжает регулярно, и программа его рабочего визита всегда насыщенная.